начать нам урок, нам нужно распределиться по группам. Пожалуйста, подойдите и возьмите каждый себе кружочек, какой понравится. И по цвету табличек, стоящих на столе, растягивайтесь в группы. В группах, пожалуйста, выберите себе лидера, таймспикера, кто будет регулировать время, кто будет ответственный за группу. На каждую группу, обратите внимание, на столах уже розданы бланки, оценочные бланки, розданы тестовые задания, и все, наверное, заметили, лежат стеклышки. Возьмите, пожалуйста, стеклышко и подуйте на него. Так, внимательно посмотрите, что вы заметили, что можно сказать? Образовался пар на стекле. Образовался пар на стекле. Да. Пар образовался. А затем что происходит еще? Происходит испарение, и вот этот пар, образовавший, удаляется. Так. Испаряется. Исчезает. А каким образом пар у нас образовался? Что получается? Стеклышко какое было? Холодное. Какое? Стеклышко было холодное. Так, холодное. И что мы можем сказать? Какая тема сегодня нашего урока будет? Испарение. Испарение. И конденсация. И конденсация. Испарение и конденсация. Внимание на экран. Тема нашего урока – испарение и конденсация. Цель урока – исследовать процессы испарения и конденсации. Ну, для того, чтобы нам хорошо изучить этот материал, нам нужно повторить. Вот сейчас, пожалуйста, возьмите свои тестовые задания. Вот эта вот сторона, пожалуйста, на этой стороне. Время выполнения тестовых заданий будет у нас 5 минут. Время пошло. На экране у вас даются тестовые задания, точно такие же, как и на бланках. На оценочных бланках лидеры после проверки тестового задания поставите баллы. Каждый вопрос оценивается в 1 балл. Максимальное количество 9 баллов. Внизу в бланках есть таблица, в которую вносить нужно правильные ответы. Так, я смотрю, уже заканчиваете. Ваша группа? Так, почти все, да, закончили уже? Так. У вас еще не закончили.
время у нас, тайм-спикер говорит, группы парообразования есть. Время еще. Закончили? Так, все закончили? Так, подняли руки, кто не закончил? Все закончили. Пожалуйста, следующий слайд. Проверим. Поменялись листами по часовой стрелочке. По часовой стрелочке поменялись и проверили правильные ответы. Ставим плюс-минус, плюс-минус. И сразу же записываем, сколько баллов, сколько правильных ответов выполнили. В бланк заносим лидеры. Так, ну все, я вижу, закончили. Сейчас, пожалуйста, раз у нас сегодня тема, как мы говорили, тема сегодня у нас нашего урока. Испарение и конденсация. Испарение и конденсация. Внимание на экран, видеоролик посмотрим с вами. Затем будем выполнять следующие работы. Испарение и конденсация играют важную роль в круговой воде в природе. Воздух всегда содержит некоторое количество пара, при конденсации которого образуется на поверхности роса, при земном воздухе туман, в атмосфере облака. За год испаряется 500-600 тысяч тонн кубических метров воды. Этого достаточно, чтобы покрыть всю поверхность Земли метровым слоем воды. На молекулярном уровне процессы испарения и конденсации выглядят так. Обратите внимание. Так. Ну, мы с вами посмотрели, что у нас представляет процесс испарения и конденсации, а теперь более углубленно будем с вами разбирать. Так. Обратите внимание на экран. Значит, жидкость, газ, переход вещества из жидкого в газообразное вещество. Процесс у нас что представляет? Испарение. Это у нас испарение. Вообще-то парообразование из жидкого в газообразное. Испарение это один из чего? Из видов. А еще каким образом у нас может образовываться? С помощью кипения. Так, кипение, правильно, мы будем изучать на следующем уроке. А обратный переход из газа в жидкость, это что будет у нас? Конденсация. Так, конденсация. Итак, испарение – это парообразование, происходящее с поверхности жидкости. Дальше. Как происходит испарение? Как происходит испарение? Вот мы наблюдали, как вот вы думаете, каким образом происходит испарение? Что у нас происходит с молекулами? Молекула охлаждается. Можно? А молекула воды поднимается вверх и превращается в водяной пар. И с помощью водяного пара они превращаются
как вы думаете, почему у нас, когда происходит испарение, у нас происходит, энергия уменьшается? Что происходит? Направляющий вопрос такой, подсказка. Если вы возьмете, намочите руку себе и подуйте. Так, что можете сказать? Температура уменьшилась. Так, пожалуйста. Температура уменьшилась. Температура уменьшается. А почему? Что происходит? Так, пожалуйста. Молекулы сдуваются. Так, молекулы отрываются, потому что вы сдуваете. А каждая молекула что с собой несет? А? Что с собой несет? Определенную энергию. Так. Определенную энергию с собой. Правильно, определенную энергию. Итак, при испарении жидкость охлаждается. Дальше. Так. Ну, мы с вами немножечко засиделись. Сейчас небольшую разминочку. Все встали. Кто у нас проведет сегодня? Чья очередь провести разминочку? Так, Жания, пожалуйста. Так, буквально минуточку. Сюда выходи. Если друг не смеется, ты включи ему солнце, ты включи ему звезды, это просто. Ты исправь ошибку, превращая в улыбку все грустинки и слезы, это просто. Воскресенье, суббота, дружба это не работа, дружба это не работа. Есть друзья, а для них у друзей нет выходных. Есть друзья. Так, ну все, молодцы, похлопали. Молодцы. Так, далее. Работа в группах. Работа в группах на тему испарения. Пожалуйста. Так, первая группа. Вопрос. Выбираем, какой ваша группа? Группа парообразования выбирает вопрос. Второй. Вопрос. Ваша группа какой? Первый. Так, ваша группа уже третья остается. Итак, на обсуждение в группе 2 минутки. Всякая ли молекула может покинуть жидкость? Почему при испарении температуры жидкость понижается? И почему испарение происходит при любой температуре? Так, обсуждаем. Так, ну, пожалуйста. Чья группа уже может ответить на вопрос? Так, пожалуйста. Так. Итак, вопросы? Громче. Она уносит свои молекулы вместе с ней. Некая молекула. Энергию. Так, значит, с собой уносит энергию. Так, второй. Ваша группа? Потому что молекулы всегда движутся, и самые быстрые они выбывают, а остальные остаются. Так, значит, получается у нас, это еще раз вопрос, а то у нас первая группа не слушали. Да, вопрос Почему почитайте. испарение происходит при любой температуре? Так. Потому что молекулы движутся, и самые быстрые они выбывают, а остальные остаются. Так, а почему при любой? А зимой у нас испарение происходит
Да. Да. А летом происходит? Да. А чем можно объяснить? Правильно, они вылетают. А чем можно объяснить? Потому что время. Можно? Так, пожалуйста. Ну, молекулы движутся, и поэтому они ускоряются. Но летом это явление происходит быстрее из-за температуры, а зимой незаметно, но все же происходит. Так, молодцы, правильно. Так, и ваша группа? Вопрос. Так, кто у нас? Всякая молекула может покинуть жидкость. Да, всякая молекула может покинуть жидкость, но для этого нужна определенная температура. Так, определенная температура. А можете привести пример, как у нас вы утром чай пьете? Да. Какой чай пьете? Горячая. Горячий. И что происходит? Что вы делаете? Дуете. А почему дуете? Чтобы охладить. А что происходит, когда вы дуете? Молекула сдувается. Молодцы, похлопали все. Отлично. Дальше. У нас экспериментальное задание. Пожалуйста, лидеры групп подойдут и выберут 3 у нас задания на время выполнения 7 минут. Так, первая группа, подождите, нужно взять приборы. Так, что у нас здесь? Возьмите салфетку, капните на разные места по одной капле воды, спирта и глицерина. Проследите, какая из капель испарится первой, какая второй, а какая останется на бумаге довольно долго. Так, сейчас, стоп, я сейчас налью вам. Спирт. Так, кому первая группа? Спирт, глицерин, вода. Так, и пипеточку возьмете. Так, это у нас глицерин, пожалуйста, глицерин возьмете. Так, это у нас спирт. Это вот так, сейчас ага, вода. Вот у нас вода. Пожалуйста. Так, вот второй группе у нас спирт. Спирт. Так. Ага. Так, вам пластинки и спирт, пожалуйста. Пластинки берите вместе с салфеточкой. Вот спирт. Так, все, пожалуйста. А нам еще веер. А, веер, вот, пожалуйста, веер. Так, все, внимание. Работаем, обсуждаем в группах, проводим экспериментальные опыты. Это задание оценивается в 1 балл. Так, кому еще? На время выполнения 5 минут, ну плюс еще объяснение ваше будет. Значит, в третьей группе поместить по капле спирта на 2 стеклянные пластинки. На одной из пластинок разотрите капли стеклянной палочкой. Пронаблюдайте за их испарением. Сравнить скорости испарения этих капель, сделать вывод о зависимости скорости испарения жидкости от величины ее поверхности и обосновать свой ответ. Так, наблюдаем за экспериментом. Так, что у нас там? Так. Так, что? Кто уже закончил эксперимент? Так, ваша группа закончила, подождите. Так, ваши закончили эксперимент? Закончили. Так, вы закончили? Закончили. Так, какая группа первая? Так, пожалуйста, сюда выходим. Ваше какое? У нас второе задание. Так, второе задание. Так, задание, пожалуйста, прочитайте сюда немножко, отойдите, что ли. Капните по капле спирта на 2 салфетки. Положите на одну них веером так, чтобы ветер от него не попадал на другую. С какой салфетки капля испарится быстрее? Сделайте вывод из своего опыта о том, как зависит скорость испарения от наличия ветра и о раздутии его. Мы идем
спиртом, и на одну взяли и подули веером. И она быстро высохла, потому что, как вы говорили, ветер уносит испаренные молекулы, и она быстрее высыхает. Первым высыхает, который мы дули веером. Итак, у нас зависит, чем больше ветер, тем больше будет испарение. Похлопали все, похлопали все. Значит, чем сильнее дует, тем быстрее происходит испарение. Так, вторая группа. Кто у нас готов? Желающие? Так, что видно? Возьмите салфетку и капните на разные места по одной капле воды, спирта и глицерина. Проследите, какая из капель испарится первой, какая второй, какая останется на бумаге довольно долго. Сделайте вывод о том, как зависит скорость испарения отвода жидкости и обоснуйте его. В ходе этого эксперимента мы, как говорится, взяли каплю воды, каплю спирта и каплю глицерина. И мы подождали некоторое время, и самым первым просохла капля спирта. Потом через некоторое время просохла капля воды, а глицерин остался. Для того, чтобы он просохнул, нужно, наверное, долгое время. Подождать долгое время. Скорость испарения зависит от рода жидкости и от времени. Так, ну молодцы. Значит, мы с вами с помощью нашей группы испарения определили, что скорость зависит от чего еще? От рода жидкости. Похлопали. Так, и ваша группа, пожалуйста. Ваше задание было? Наше задание: поместите по капле спирта на 2 стеклянные пластинки. На одну из пластинок разотрите каплю стеклянной палочкой. Пронаблюдайте за испарением. Сравните скорость испарения этих капель и сделайте вывод о зависимости скорости испарения жидкости от величины ее поверхности. Обоснуйте свой вывод. Мы сперва сюда налили спирт, который первая высохла, которую разогрели, а вторая все еще не высохла. И испарение зависит от площади ее поверхности. Так, молодцы. Так, все, спасибо. Итак, мы какой вывод сделали? Испарение зависит от чего? От площади поверхности. Похлопали этой группе. Молодцы. Так, далее у нас с вами сейчас. Внимание на экран. Итак, мы сейчас разобрали, что скорость испарения зависит от рода жидкости. Чем быстрее испаряется жидкость, молекулы, которые притягиваются друг к другу с некоторой силой. Сила будет слабая. Да? Так. А если межмолекулярные связи будут сильнее, то испарение будет происходить медленнее. Молодцы. Так. От чего еще зависит у нас температура жидкости? Испарение, извиняюсь, зависит от температуры. И каким образом? Так, что? Чем выше температура, тем быстрее она испаряется. Так, правильно. Чем выше температура, тем испарение происходит быстрее. Зависит от площади поверхности жидкости. Это мы все с вами наблюдали с помощью эксперимента. И от ветра. Площадь будет больше, жидкость испаряется быстрее. Ветер уносит молекулы пара, испарение происходит быстрее. Так, ну а теперь еще раз задание в группах. Внимательно подумаем и ответим на следующие вопросы. В ясную или пасмурную погоду быстрее высохнет белье. Затем в стакане или в чашке быстрее остынет чай. И каково назначение веера?
Так, ну давайте здесь ваша группа берет первый, ваша второй и ваша третий. Так, обсуждаем все. Так. И кроме этих вопросов еще пример привести. Подумайте. Здесь привести пример на скорость испарения, здесь свой пример привести на температуру, а здесь свой пример привести, как зависит от ветра. Значит, на эти вопросы ответить и еще по примеру привести. Каждый дополнительный ответ, лидеры, вы по 1 баллу. Вот у вас в бланке в оценочном, обратите внимание, есть дополнительный вопрос, 1 балл за вопрос. Вот кто отвечал, вы контролируете и вносите в оценочные свои бланки дополнительные вопросы. Еще. Каждый вопрос, кто отвечал, тому и балл ставьте. В итоге мы подведем в конце урока общий итог и выставим оценки. Итак, какая группа? Так, можно, пожалуйста, кто у нас будет? Вопрос был, какова предназначение вея? Ну, вея предназначен, чтобы охлаждаться, а чтобы охлаждаться нужен ветер. Она образует ветер, и когда уже испарившие молекулы, когда стоят, они сдуваются с помощью вея. Ну, пример как выше указанный эксперимент. Эксперимент, который мы делали, спирт высох быстрее, когда мы на нее дуем веер. А такой интересный вопрос сразу же здесь. Ну это ко всем вопрос. Пример. Почему собака летом высовывает язык? Она же хочет охладиться. Так, что? Она делает это специально для того, чтобы ее тело охлаждалось. За счет чего? За то, что она высовывает язык и посыпает Ну, что у нас там происходит? Наоборот, что? выходит молекулы. Так. Дополните. Так. Значит, получается у нас, что молекулы отрываются, да, за счет того, что ветер что делает? Сдувает эти молекулы. А каждая молекула с собой несет энергию. А энергия связана с температурой. Молодцы, правильно. Похлопали. Второй, следующий вопрос. В стакане или в чашке быстрее остынет чай? Так, кто у вас? В чашке быстрее остынет чай, потому что испарение зависит от площади поверхности. Ну, пример, это мы делали опыт, быстрее растворился разотворенный спирт, чем неразотворенный остался. Так, ну молодцы, правильно, похлопали. Так, теперь ваша. В ясные и пасмурные погоды быстрее высохнет белье, а в ясной погоде быстрее высохнет белье. Это зависит от температуры и скорости. Так, молодцы, похлопали. Ну, я вижу, вы все уже довольно грамотные насчет испарения и конденсации. Пожалуйста, у вас на обратной стороне есть тест на соответствие. Значит, конденсация у нас это обратный процесс, который возвращает молекулы обратно в жидкость.
Так, сюда обратите внимание на экран. Все на экран обратили внимание. Конденсация в природе – это образование чего? Росы, облака, дождя, тумана. Так, ну, пожалуйста, сейчас тест. На тест вам дается 3 минуты. Каждый вопрос 1 балл. Так, ну я вижу, здесь уже практически все справились. Как раз будем заканчивать. И внимание на экран. Внимание на экран. Открыть видео. Ролик открыть. Да. Обратите внимание, машина едет. Что образуется у нас на стекле сейчас? Подсказка. Образуется пар. Это у нас что происходит? Образование. Так, это у нас конденсация. Спасибо. Дальше. Значит, происходит конденсация. На холодном стекле образуется что? Капельки. Капельки воды. Все дальше. Все дальше. Так, еще один. Обратите внимание на ролик. Это будет вам на зиму домашнее задание. У нас скоро зима будет, морозы начнутся. Вот такой опыт вы проведете. One of them is boiled water in the kettle. So it's boiling water. We're going to pour it in here and then throw it in the air and it's going to evaporate. Ready? Oh, wow. That's amazing. Usually. Так, ну а теперь вернемся к нашему тесту. Поменялись по часовой стрелочке, и проверили тестовое задание. Следующее. Переход из газообразного состояния в жидкое называют конденсацией. Чем больше свободная поверхность жидкости, тем испарение происходит быстрее. Внутренняя энергия испаряющейся жидкости уменьшается. Чем ниже температура жидкости, тем испарение происходит медленнее. Переход из жидкого состояния в газообразное называется испарением. Там немножко из жидкого в газообразное испарение. Так, все, пожалуйста, подводим итоги. Вносим в оценочный бланк. Лидеры, пожалуйста, сюда на доску. Выносим свои баллы. Так, следующий слой. Остальные продумают. Это тоже в группах. Выступит один участник. Сегодня на уроке я узнал. И самым сложным для меня было... Так, лидеры, пожалуйста, записывайте баллы. Вот маркер. Туда, на доску прямо. Берите свой бланк, и записывайте. Все. Так, пожалуйста, кто у вас здесь? Посчитали? Так. Так, да, ставьте за тест сколько. Так, эксперимент. Ну, эксперимент по 1 баллу, все участвуют. И дополнительные вопросы уже там в зависимости кто. Соответствие сейчас тест. Сколько у вас? Записываете. Из бланка заносите. Так, пожалуйста, идите, у вас
подойти. Так, ну, оценки у нас в соответствии со шкалой 15 выше 5. Так, ну так, все. Так, все, пожалуйста, от каждой группы ответить на вопрос. Сегодня на уроке я узнал, самым сложным для меня было сегодня. Так, что у вас? Кто? Давайте. Сегодня на уроке я узнала то, что такое испарение, конденсация и парообразование. А сложно для меня было ничего. Ничего. Так, ну молодцы, похлопали. Сложно ничего, испарение, конденсация. А у вас? Ваша группа? Сегодня я узнала на уроке, что как получается парообразование и конденсация. Ничего сложного не было. Ну, молодцы, тоже сложного не было ничего. Так, ваша группа. От группы выступает. Пожалуйста. Ну, сегодня я на уроке узнал, что такое конденсация, испарение и парообразование. Ну, самым сложным для меня ничего не было. Так, ну, молодцы, сложным не было, может, вопросы потом будут. Сейчас, пожалуйста, заканчивают наши лидеры. И обратите внимание, какие оценки, кто заработал, как урок прошел у нас. Так, а теперь, значит, если урок понравился, пальчик вверх. Если не понравился, вниз. Так, и урок понравился вам? Да. На этом, так, Айжан заканчивает. Все. Так, на этом наш урок закончен. Встали. Так, урок закончен. До свидания. До свидания.